Тернистый путь перед сдачей экзамена начинается здесь. Все посторонние предметы перед входом в экзаменационную стерильную зону оставляют на месте. Следующий этап проверки – металлоискатель. Если ничего не звенит, можно заходить в аудиторию с паспортом и ручкой. С таким багажом юноши и девушки подошли к важному испытанию – ЕГЭ по базовой математике. Экзамен не такой трудный, всего 20 заданий и 180 минут для их решения. Для успешной сдачи достаточно набрать 3 балла из 5. К важному жизненному этапу выпускники готовились долго и тщательно, однако от переживаний никуда не деться, признаются ребята. Волнуюсь, немного есть, так как я уверена в своих знаниях, я в себе уверена на 70%, 80%. Каждый день готовилась, занималась, решала тесты. Успешная сдача базовой математики и русского позволяет старшеклассникам получить аттестат. Для Софии Мехдиевой, к примеру, достаточно сдать 2 этих экзамена, чтобы поступить в выбранный вуз. Девушка намерена учиться в другой стране. Правда, там на месте ей придется сдавать еще несколько экзаменов, но уже устраиваемых самим университетом. Я поступаю в Азербайджане, в Баку, и там я собираюсь сдать английский и русский. Я поступаю на лингвистический факультет. Буду переводить с английского на русский. Думаю, что я справлюсь там, потому что мы в школе подготавливались. Спасибо нашей классной руководительнице. Она с нами занималась с 10 класса. 2 года нас подготавливала, дополнительные занятия, занимались по тестам. Система проведения единого госэкзамена совершенствуется с каждым годом, чтобы добиться максимальной прозрачности экзаменов. К устоявшейся традиции наличия в каждой аудитории наблюдателя и камеры видеонаблюдения добавилось еще одно ноу-хау, правда, только в нашей республике. У нас новшество есть о том, что тоже, вот вы видите, у нас дополнительная камера стоит, она идентифицирует человека по фотографии. То есть это пилотный проект, это единственный в России, вот в Ингушетии начинает этот пилотный проект. Если этот пилотный проект у нас пройдет удачно, то уже этот опыт будет перенимать по всей России у нас. Это очень удобно. Почему? Потому что участник, который проходит, он вместо себя уже никого не может прислать, потому что камера буквально в течение 3 секунд определяет это. И как раньше приходилось доказывать, приходилось вызывать директоров, заучи, они должны были подтвердить. Если система распознавания лиц позволяет избежать ситуации, когда вместо одного экзаменуемого приходит сдавать другой человек, то система видеонаблюдения в аудиториях позволяет родителям выпускников следить за своими детьми в онлайн-режиме, не выходя из дома. Однако многие из них выбрали все-таки прийти вместе со школьниками в пункты сдачи ЕГЭ, чтобы поддержать ребят на месте. У меня сегодня сдает дочка, сдает базовую математику. Мы родители, которые считаем, что главное вложить в голову ребенка знания. Поэтому пошла она сегодня уверенная в себе. Очень надеюсь, получится все, как она задумала. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны уже через несколько дней. А пока у ребят впереди еще один обязательный экзамен по русскому языку, который они будут сдавать в понедельник, 3 июня. К нему сегодняшние старшеклассники смогут подойти уже более уверенными, как говорится, сознанием дела. Тамара Хшагульгова, Асхаб Билакиев, Новости 24.